Монгольской империи наступает определенный период разлада и смуты. Дело в том, что значительная часть монгольской армии, посланная на завоевание Южного Китая, провозгласила правителя Монгольской империи, полководца и одного из сыновей внука Угадея, Хубилая. И получилось так, что он захватил город Кайфын, то есть рядом с современным Пекином, где была построена ставка вот этих самых великих ханов, и провозгласил себя великим ханом. Но это шло вразрез с традициями, которые были установлены в империи, когда на трон великого хана возводился человек, которого принимали все чингизиды, и должен был состояться Курултай. Мы уже говорили перед этим, что довольно долгое время вот эти Курултаи и при тем, как был избран Гуюк и позже сам Мунке, проходило несколько лет буквально для того, чтобы утрясти все споры и трения между чингизидами и возвести кого-то из них на престол. Но здесь произошло такое неординарное событие, и это повлекло за собой катастрофические последствия. Дело в том, что среди других сыновей Угадея был Арик Буга, который был старшим, и которого провозгласили великим ханом в столице Монголии, в Каракаруме. И его, в свою очередь, поддержали в том числе и джучиды, которые не были, были заинтересованы в том, чтобы был великим ханом человек, который, как и Мунке, был более лояльно настроен к ним. А здесь получалось, что Хубилай никак не зависел, наоборот, он демонстрировал всячески, что является противником независимости других улусов. Произошла короткая гражданская война, но те войска, которые находились на территории Монголии, это была малая часть, собственно, войск, и Хубилай, у которого были основные кадровые войска, довольно легко разгромил Арик Бугу. Кроме того, собственно говоря, он, видимо, и не был таким полководцем, который мог повести за собой войска, и не был умелым полководцем. Он потерпел поражение, бежал, но тут один из ханов, уже из рода тулуидов, опять-таки с помощью джучидов, тоже провозгласил себя, и началась гражданская война. Интересно, что вот в улусе Джучи некоторое время, когда был еще взошел на престол Мунке, и после того, как уже великим ханом в Китае был провозглашен Хубилай, чеканились монеты от имени Арик Буги. И вот представлены монеты, которые чеканились, скорее всего, в Болгарии. И, значит, вот там характерно представлена тамга именно Арик Буги. Здесь надо подчеркнуть и сделать такое документальное отступление. Дело в том, что монетный чекан для средневековых государств вообще играл очень важную роль, не только в качестве создания такой монеты для торгового обращения и для каких-то взаимных расчетов, но монета была символом государственной власти и символом самостоятельности, символом того, что кто является правителем, и те монетные дворы, которые были под его властью, они символизировали, собственно, его власть. Если от его имени
везде чеканятся монеты, то значит его власть крепка и не подвергается сомнению. Понятно, что на мусульманских монетах, ну, кроме очень самых ранних монетов омейядских халифов, не печатали, собственно, никаких изображений. Но вот там, где были изображения, например, на саманидских дирхемах, то это был практически единственная возможность у людей вообще представлять облик своего правителя. Ну или на византийских, например, золотых солидах тоже. То есть вот, люди смотрят, ага, вот он какой, значит, наш великий правитель, император. Но если вы помните, что с одним французским королем это сыграло злую, можно сказать, роковую роль. Когда, значит, Людовик XVI пытался бежать из Франции, из заключения, все было хорошо, и он уже на карете сбегал, остановились они поменять там лошадей и поменять, значит, отдохнуть, то один из конюхов, там расковался конь, то есть надо было подковы поменять. И, значит, среди этих конюхов Кузнецов обратили внимание, посмотрел на монету и посмотрел на человека, который, значит, сидел в карете, и побежал, значит, докладывать, что «А король-то тут у вас?» Тут его арестовали, но потом и казнили. Так что не вызывает сомнения, что монета – это важный символ, и те символы, которые печатались на этих монетах, они показывали, собственно, развитие государственности, подчинение власти, ну и в целом направление государственной политики. Так вот, в Улусе Джучи с 40-х годов начинаются довольно странные явления, которые отражаются в монетном чекане. Дело в том, что уже первые монеты, которые чеканились в первом монетном дворе, который находился на территории Болгара, начинают чеканить монеты от имени багдадского халифа Насир-лид-Дина. Тут, когда впервые нашли эти монеты археологи, это вызвало достаточно серьезное удивление. И было непонятно. Значит, везде безмонетный период. В Восточной Европе вообще нет ни одной монеты. А вдруг, значит, в Волжской Булгарии монеты чеканят в начале 13 века. И вот долгое время было довольно серьезные сомнения. В частности, один из крупных наших нумизматов, Асгар Махмадиев, он пытался говорить, что монетный чекан Волжской Булгарии возобновился уже в начале 13 века. Но в более позднее время все-таки исследователи, судя по весовой норме и по аналогии, все-таки стали говорить, что все-таки все эти монеты относятся к гораздо более позднему времени. Причем, заметьте, что не просто к более позднему времени. Дело в том, что халиф, значит, Насир-лид-Дин, который правил в Багдаде, он уже, он правил в начале 13 века и умер, если не ошибаюсь, в 23-м, что ли, году. Что-то около того. То есть задолго до вообще монгольского наступления, и более того, после него еще правили, по крайней мере, двое халифов, и последний был убит Хулагу в 1259 году, но не Насир-лид-Дин. А здесь, значит, в Улусе Джучи чеканятся монеты от имени Насир-лид-Дина.
Но ясно, что это не может быть ничем иным, кроме как определенной демонстрацией того, что здесь не признается власть великого хана, хотя монеты от имени великого хана тоже ходили, но не в таком количестве. То есть они по количеству монет, по количеству чеканных монет уступают всем другим. И вот эти тоже монеты, значит, появившиеся Арик-Буги, хотя он правил-то всего только буквально, можно сказать, 2 года, и потом погиб. А монеты все равно печатали. То есть это демонстрация хана Улус-Джучи, прежде всего Менгу Тимура, в том, что, во-первых, он недоволен тем, что происходит в Монголии, а во-вторых, что он имеет свой взгляд на политику монгольского государства и то, какой она должна быть. Следующее. Вот. При этом в прямые столкновения с империей Юань, собственно говоря, джучитские войска не вступают. И вообще такое впечатление, что они действуют с помощью, поддерживая своих, прежде всего, джучиды поддерживают разных марионеток, которые пытаются воевать Хубилаем. А Хубилай, значит, посылает туда каких-то полководцев, которые ведут войну с этими претендентами на трон, но которые не имеют никакой возможности, реальной силы против огромной армии, огромной страны. А Хубилай, надо сказать, к этому времени уже завоевал весь Южный Китай и, более того, начал осуществлять экспансию в Вьетнам. Не очень удачные 2 похода, оба закончились неудачей. Высаживаются войска в Индонезии, причем там один из полководцев был человек с мусульманским именем. Ну и 2 похода тоже очень неудачные против Японии, которых погубил знаменитый ветер, который называется камикадзе, который стал весьма таким синонимом, смертельной опасности. И приобрел уже в 20 веке довольно совершенно другое содержание. А так камикадзе это назывался тот самый ветер, который разрушил флот Хубилая, который должен был высадить войска и завоевать Японию. Но на торговых отношениях между по Великому Шелковому пути эти политические войны, дрязги никак не сказывались. Караваны продолжали ходить, и более того, они ходили с еще большей интенсивностью, и было ясно, что несмотря на политические разногласия, тем не менее, вот эти самые торговые отношения будут продолжаться, и они, собственно говоря, развивались несмотря ни на что. Интересно, что и в самом, судя по вот этим документам, которые сохранились в Юаньши, была одна провинция в Китае, которая формально была, считалась, называлась собственностью джучидов. Там собирали налоги, они куда-то шли, там было какое-то мифическое представительство дипломатическое, значит, этих самых джучидов, которые участвовали во всех церемониях. То есть Хубилай перед своими подданными и перед своим двором демонстрировал, что Улус-Джучи вот поддерживают меня, и вот даже их представитель, значит, выражает нам почтение и признает меня великим ханом. Хотя, еще раз говорю, это все типично в китайской традиции, абсолютно мифическая реальность. Тем не менее, вот торговые отношения были как раз не мифические. Следующее.
При Мингу-Тимуре развивались не только торговые отношения, но и были упорядочены поступления в казну. Мы уже говорили в предыдущих лекциях о том, что в 1257-1259 году была осуществлена перепись всего населения Монгольской империи, включая и русские земли. Хотя они пытались сопротивляться, но это связано с такими эсхатологическими представлениями, что дать число значит, число зверя, значит открыть путь к апокалипсису. И поэтому жители, православные жители, в общем, всячески противились. Но, тем не менее, Александр Ярославич Невский заставил и новгородцев, и жителей Владимирской Руси, значит, осуществить этот самый перепись. Скорее всего, при Мингу-Тимуре эта перепись была возобновлена, но уже документы все находились не в Каракаруме, а уже в сарае. То есть и все налоги стали платиться уже не в Каракарум, а только в сарай. И более того, прекратилась практика, когда русские князья ездили за получением ярлыка на великое княжение в Каракарум. Теперь все ярлыки выдавали ханы Джучиды. Следующее. Интересно, что для продолжения вот этой политики являлось то, что Мингу-Тимур выделил русскую православную церковь в качестве такого, выдвинул в привилегированное положение, и сохранились упоминания, ссылки в более поздних ярлыках на ярлык, который сам не сохранился, но, скорее всего, который был дан еще в 1267 году и который даровал Русской Православной Церкви многочисленные привилегии. В частности, весь перечень налогов, которые были в Монгольской империи и в Улусе-Джучи, Православная Церковь не платила. Наряду и с мусульманским духовенством. Но тем не менее, что после правления Берке было явно, что Мингу-Тимур не является ревностным мусульманином. Более того, скорее всего, он, конечно, и вообще не был никаким мусульманином, был таким обычным шаманистом, потому что сведения о том, что он был православным человеком или буддистом, у нас определенных сведений об этом нет. Но в русских источниках прямо пишет, что умре татарский царь Беркай, и бысть ослаба христианам от насилия бесермен. Здесь надо иметь в виду, что вот это самое насилие, которое пишет летопись, она была связана с таким раздражающим, видимо, православное население явлением, когда налоги, которые должны были собирать с какой-то определенной территории или княжества, находились такие корпорации купцов, которые выкупали, то есть платили в казну ханскую вот эту самую определенную сумму, а уже сами ехали на Русь и, пользуясь, значит, вот этими привилегиями и охраной, значит, ордынских войск, баскаков, сами собирали уже дань, но с учетом накладных расходов, которые сильно превышали, собственно, те самые налоги, которые должны были собирать. И поэтому вот такая практика в Средней Азии была тоже, и она вызвала несколько в это же время таких крупных восстаний, скорее всего, в Древней Руси именно на территории русских княжеств, скорее всего, происходили те же самые процессы, поскольку
здесь еще примешивался и конфессиональный признак. Потому что вот эти вот откупщики, это были прежде всего, главным образом мусульманские купцы, такая большая, богатая корпорация. И это вызывало серьезное раздражение. Скорее всего, эта практика постепенно сходила на нет. И уже при концу правления Менгу Тимура она стала заменяться уже другими формами. Но до конца это уже процессы происходили при наследниках уже Менгу Тимура. Но здесь нам надо отметить, что вообще то, что мы подчеркивали, что в Золотой Орде была такая равноудаленность ханов, вот при Менгу Тимуре как раз это был один из правителей, который почитался в том числе и Русской Православной Церковь. Недаром они ссылались на его ярлыки о том, что это как раз были серьезные налоговые поступления. И равноудаленность заключалась в том, что церковные власти всех конфессий должны были осуществлять молитвы за правителя и всячески отвращать людей от борьбы против этой самой власти. Вот выступление против этой власти каралось всячески и очень жестоко. А церковные власти, которые действовали в рамках государственной политики, они, наоборот, освобождались от всех налогов. Следующее. Ну и надо сказать, что забыл подчеркнуть, что есть сведения о том, что не только была создана, православная епархия была уже создана при Берке, но православные епископы, скорее всего, играли роль дипломатов в связях с Византией и другими христианскими странами, как торговыми и другими контрагентами. Но это, в общем, довольно интересный, замечательный эпизод в истории Золотой Орды. Следующий. Угу. Вот мы говорили, что среди других эпизодов и в том, что за ярлыками русские князья отправлялись не в Каракарум, а в Орду, но среди эпизодов есть один. В это время достаточно много князей получало ярлыки, и там, можно сказать, дюжина их, по крайней мере, в источниках упомянуты. Но один эпизод, он специально был не просто в летописи отмечен, но и даже в лицевом летописном своде второй половины XVI века, созданном при дворе Ивана Грозного. Вот как раз этот эпизод зафиксирован, когда рязанский князь Роман Ольгович был обвинен в колдовстве, это страшное обвинение, и что он планировал какой-то заговор и мятеж против ханской власти. И после обвинения в этом он был судим и казнен властями. А скорее всего источником, так предполагается, было то, что он отказался выполнять некоторые ритуалы при аудиенции у хана. Следующий. Надо отметить, что хотя политика международная была в основном на стабилизацию отношений, тем не менее война в Закавказье продолжалась, и хотя уже не носила такого ожесточенного накала, как и была при Батуи, при Берке, но тем не менее она продолжалась. Но никаких серьезных успехов ни у одной из сторон не было. Это такой
вялотекущий вековой конфликт, который прерывается какими-то столкновениями, но граница в районе современного Дербента иногда откатывалась до Куры, иногда подходила к самому Дербенту, она оставалась фактически неизменной на протяжении больше 100 лет. Значит, в Средней Азии происходили процессы, если Улус-Джучи был довольно таким самостоятельным и устойчивым государственным образованием уже к эпохе Менгу-Тимура, то вот те улусы, которые возникли в Средней Азии, они оказались довольно нежизнеспособными и оказались разорваны в результате различных междоусобных войн. И понятно, что правители со всех сторон, другие чингизиды, бросились туда, захватывая разные территории, поскольку Средняя Азия это был центр вот этой самой караванной дороги по Великому Шелковому пути. Именно оттуда эти караванные пути разворачивались или на север и шли через Улус-Джучи, или через юг шли в сторону Исфахана и там уже побережье Средиземного моря, так называемых городов Леванта. В это время как раз и начинается уже поход Хулагу, который привел к завоеванию Багдада и столкновению с мамлюкским египетом. И установлением там тоже установилась вот эта сама граница довольно устойчивая. То есть хулагуиды не предпринимали попыток прорваться во владение мамлюков, и те тоже не хотели воевать за Передний Восток, и, в общем, граница стабилизировалась. Как ни эфемерны покажутся вот современные границы государств на Ближнем Востоке, но вот можно сказать, что примерно с этого времени граница государств, таких как Сирия, Иордания, фактически она неизменна именно вот с этого времени. И самым эпицентром вот всех этих взаимоотношений и между внутри чингизидов и борьбы различных чингизидов за Великое ханство закончилась в 1269 году, когда на реке Талас был собран и проведен Курултай, на котором собрались фактически все чингизиды, кроме хана Хубилая. Причем среди участников был и его брат Хулагу, но были представители джучидов, чагатаидов, Центральная Азия, Семиречье в основном. И там они провозгласили своего великого хана Хайду, который не имел никакого успеха и поэтому сошел с исторической сцены, воюя там с различными войсками великого хана и потом погиб. Но суть была в том, что они провозгласили независимость, незаконность великого хана и свою независимость от его власти. И с этого момента можно сказать, что 1269 год – это год официальной независимости Улуса-Джучи. Следующий. Так. Вот следующее. Следующее. Вот. Нет, следующий. Да. Сейчас мы вернемся обратно. Сейчас пока. И вот с этого момента начинается чеканка монет уже, собственно, их структура остается уже неизменной на протяжении веков, практически до начала XVI века. Самое главное – это то, что на этих монетах появляется тамга дома джучидов. Вот в центре вот такой буква «П», сверху такой кружочек и с ответвлением.
И вот здесь вот тоже вот есть эта самая часть этой самой тамги. Вот это вот монеты Менгу Тимура, на которых впервые появляется тамга дома Джучидов. А поскольку мы говорили, что, собственно, монетный чекан и является самым явным, самым главным показателем не просто независимости, а ну, такой прокламации прежде всего, кроме того, что это имел денежный эквивалент, еще и каждая монета была такой политической прокламацией. Вот, значит, Менгу Тимур, ставя на деньгах свою тамгу, говорил, что это моя власть, и я не намерен ее делить ни с кем. Можно вернемся так? Еще? Так. Ну, кроме походов против хулагуидов, которые не увенчались успехом, Менгу Тимур проводил активную политику по консолидации своей власти, в частности, на Северном Кавказе. Одним из самых известных вот этих походов стал его поход на город Дидяков, Ясский, как пишут русские источники, ну или мы говорим как Аланский. Очевидно, это какое-то городище в предгорьях Кавказа. Разные историки называют разные городища, то есть точно город этот не локализован. Но известность, то есть в восточных источниках вообще об этом практически нет ничего. Но основные сведения, которые мы имеем, это сведения из русских летописей. Дело в том, что этот поход фактически первый, в котором в значительном количестве участвовали русские войска. Ну, по крайней мере, дружины, целой группы русских князей. Ну, и вот как раз тоже это лицевой летописный свод является как раз иллюстрацией, собственно, этого летописного рассказа. Ну, там много разных таких незначительных подробностей, которые позволяют локализовать где-то на территории современной Чечни. Но смысл завоевания этого города был в том, чтобы обезопасить торговые пути, прежде всего, через различные перевалы, Дарьяльские, Марукские и другие перевалы, которые проходили через Кавказский хребет и выходили на порты Северного Причерноморья и оттуда направлялись уже в Европу. А на удобных местах находились генуэзские и венецианские торговые фактории, которые, собственно, вели вот эту самую торговлю. Следующий. Кроме того, мы уже говорили о роли и значении, собственно, Нагая, но вот именно при правлении Менгу Тимура он стал одним из самых значительных и известных правителей, причем его упоминают в арабских источниках и традициях отдельно даже от хана, и даже в некоторых местах он считается как бы не просто наместником хана, но и сам такой равнозначной военно-политической фигурой. По крайней мере, он осуществлял поход еще при Берке на Константинополь. Он был женат на дочери знаменитого византийского императора Михаила VIII Палеолога. Чем он знаменит?
После того, как крестоносцы захватили Константинополь в 1204 году, там на этой территории возникла так называемая Латинская империя, ну, крестоносное государство. И династия палеологов, один из боковых родов императоров, обосновалась в Никее, откуда вела борьбу с этой Латинской империей. И вот как раз в 1961 году, наконец, удалось им захватить, вернуть Константинополь и отодвинуть этих самых латинян на территории современной Греции. И вот этот самый император, который возродил Византийскую империю, под давлением Ногая вынужден был отдать ему свою, ну, некоторые говорят, дочь, некоторые говорят, приемную дочь, но не суть важно, что главное, что он, византийский император, вообще не отдавали никогда в жены. Это очень такой исключительный случай. И когда мы говорим, что князь Владимир Святой, значит, был женат на византийской принцессе, это, конечно, совсем не так. То есть это, скорее всего, какая-то девушка, которая была незадолго до этого принята в качестве приемной дочери, значит, византийскую семью императора и потом выдана замуж. Но это уже такая политическая демонстрация. И здесь то же самое. Показывает как раз значение и важность Ногая. А для Ногая было важно, чтобы пролив Дарданеллы был открыт для торговых судов, и чтобы византийцы не чинили препятствий для торговли международной. Ну и кроме того, он женил своего сына на дочери правителя Второго Болгарского царства, который был из рода Кипчаков. Мы уже тоже говорили про это. И Второе Болгарское царство долгое время находилось в политической, экономической зависимости от Золотой Орды. Интересно, что археологические находки показывают, что современная Северная Болгария, она там изменилась даже внешняя культура, в частности, женская мода приобрела такой золотоордынский облик. То есть, если раньше такой больше был византийский стиль, то вот во времена Второго Болгарского царства там возобладал такой татарский стиль. И это как раз территория, где были распространены такие вопросовидные серьги, очень характерные для золотоордынской культуры. Но, тем не менее, надо отметить, что вот успехи Ногая и его роль сделала его, фактически, я говорю, после великого хана, правителя Улус-Джучи, он стал вторым во всем государстве. Следующий. Ну и при Менгу-Тимуре были упорядочены отношения между западной и восточной частью Улус-Джучи. Дело в том, что долгое время правители, ханы восточной части, наследники брата Бату-Орду, являлись фактически полунезависимыми. Но именно при Менгу-Тимуре оказалось, что они не в состоянии бороться с внешней угрозой и были вынуждены обращаться за его помощью и поддержкой, и он оказывал им эту помощь, поддержку. И в результате чеканка монеты, в частности монеты именно вот с тамгой джучидов, распространяется на всю территорию страны. То есть, когда мы говорим, что монета чеканилась, она чеканилась как в Ургенче, в Сыгнаке и других восточных городах. То есть, это как раз свидетельство того, что при нем вся страна
ну, стало такой уже единым, связанной единой структурой горизонтальной и вертикальной. Следующее. Нет, вернем тогда. Так, вот. Можно сказать, что к 80-м годам Улус-Жучи за 10 лет вот своей полной независимости становится уже полноценным государством, которое может и продолжает диктовать свою военно-политическую волю соседям, добился независимости от власти великого хана, то есть и перестал претендовать на какую-то всеобщую власть в Евразии. То есть эта территория фактически с эпохи Менгу-Тимура, границы, которые были очерчены при Менгу-Тимуре, они фактически стабилизировались. То есть если мы посмотрим на карту, то больших изменений вплоть до конца XIV века уже не было. То есть это границы державы фактически стали где-то на 100-150 лет фактически неизменными. Это все вместе заставляет думать, что Менгу-Тимур был, хотя источниковая база у нас не такая яркая, как по другим ханам, но тем не менее, что его внутренняя и внешняя политика, которую можно восстановить по разным историческим, археологическим данным, говорит, что она способствовала стабилизации страны. И самое-то главное, что при нем развивается вот эта самая международная торговля, и города, которые возникли при нем, продолжали свой поступательный рост. Возникали новые города, и по пути следования караванов по Великому Шелковому пути возникает целая сеть этих самых городов, центров, и опираясь вот на эту торговую мощь и опираясь на экономические достижения и внутреннюю стабилизацию, это позволяет Улус-Жучи не только добиться самостоятельности, но и превратиться в такое самодостаточное, самоценное государство, еще раз говорю, в отличие, например, от других государств, которые в Передней Азии, в Средней Азии, Центральной Азии, которые оказались нежизнеспособными, через какое-то время были расколоты, распались и были разделены между различными группировками или попали под власть каких-то соседних государств. Вот Улус-Жучи прошел через этап становления крепким, сильным государством настоящей средневековой трансевразийской империи.